В зале спортивной школы номер 1 имени Амитхана Султана в Акмесджите в горячей схватке сошлись юные самбисты со всего Крыма. Здесь прошел 3-й турнир по самбо. 2 года подряд его проводили в селе Добрушино Сакского района. В этом году турнир собрал лучших борцов в столице Крыма. Борьба, правда, интересная сложилась. Это город Евпатория, Нижнегорский район, село Садовое, потом Симферопольский район, молодежный, город Симферополь, несколько команд, Джанкой, Ялта. Вот. Такой вот обширная география. Где-то 70 человек участвуют. Там 12 весовых категорий, так что призов у нас 48 призов. Весовые категории, среди девочек 3 весовые категории было, и среди мальчиков 9. В этом году мы проводили турнир с 2010-2011 года. Ахтем Бураков из Нижнегорского района боролся в нескольких схватках и, одержав абсолютную победу, стал чемпионом турнира. Сегодня были соперники достойные, нормальные. Боролся с Симферополя, с Ялты, с мальчиком. Но я хочу сказать спасибо тренеру Тахтару Джифер-Халиловичу и Шевкету Демовичу, что научили хорошо бороться. Я очень рад, это не подвел бабашка, тренера не подвел. Борьба на турнире памяти Абдуллы Дахджи была нешуточной. Каждый участник показал свои умения и мастерство. Сегодня я, конечно, волновался перед соревнованиями. Боролся с сильными борцами по самбо в категории 50 килограмм. Занял 1-е место и достойно провел свои поединки. Участие в турнире уже большая победа для каждого самбиста. Среди них отважные девчонки. Я занимаюсь 1 год и 2 месяца, потому что мне нравится бороться. И я решила, что пойду в эту школу, и что там буду заниматься самбо. Мне нравилось бороться. Вид спорта, потому что там есть подсечки, броски, болевые. Я считаю, соперники боролись достойно, и в итоге я стала 2-й. Турнир по самбо неспроста посвятили памяти героя Абдуллы Дахджи. Это человек, стойкость, преданность и сила духа которого пример для молодого поколения. Абдулла Дахджи, мы его знаем как руководителя одной из самых больших подпольных организаций города Симферополя. Абдулла Дахджи родился в Корбекуле в 1900 году. До начала войны он и учился. Он прошел и партийную работу, и советскую работу, и как директор винзавода хозяйственную работу. Поэтому он был очень опытным руководителем, и руководство Крымского обкома оставило его на подпольную работу. Из семьи Абдуллы Дахджи пострадало 6 человек. Жена, сестра, мать. Все они были расстреляны на территории совхоза «Красные» в фильтрационном лагере ДУЛАК-241. В июне 1943 года их раскрыли, они все погибли. Никто из них не вымолвил ни слова, никого не сдал. Организаторы обещают, что турнир по самбо в Акмесджите станет ежегодным и будет собирать лучших юных самбистов со всего Крыма.